Историческое событие. Менее часа назад президент Таджикистана Эмомали Рахмон запустил первый агрегат Рагунской ГЭС. В торжественной обстановке глава государства нажал символическую красную кнопку. На торжественную церемонию запуска приехали представители соседних государств. Также присутствовали и те, кто строил ГЭС все эти годы. Самый масштабный проект республики, еще и самый большой в долгострое. После полного запуска станция станет крупнейшей в Центральной Азии. Как возводили стратегический объект, расскажет Вера Исмаилова. Истории Рагунской ГЭС больше 40 лет. Первые тоннели в горных породах советские гидростроители начали пробивать в 1976-м. В месяц удавалось пройти всего несколько десятков метров. Над проектом работали специалисты и предприятия со всего Советского Союза. В новостях того времени жителям СССР объясняли, регион, в котором нет других источников энергии, кроме воды, должен стать поставщиком электричества для всей Средней Азии. И не только. Создание за счет каскадов ГЭС, которые расположены как в Таджикистане, так и в Киргизии, так и в Узбекистане, энергокольца, которое бы обеспечивало через Казахстан и Сибирь, которое бы обеспечивало устойчивую связь через высоковольтные линии электропередач центра тогда Советского Союза с Сибирью и Дальним Востоком. В конце 87-го специалисты перекрыли реку Вахш. Началось возведение верхней перемычки плотины. После развала СССР стройку заморозили. Не было средств. В 2008-м президент Таджикистана призвал достроить гидроэлектростанцию. Это стало национальной идеей. В Рагун приехали бурильщики, инженеры, монтажники. В октябре 2016-го Эмомали Рахмон лично дал старт строительству плотины. Сейчас здесь работают больше 20 тысяч человек и почти 3000 единиц техники. Гидроэлектростанция станет самой мощной в Центральной Азии, а ее плотина – самой высокой в мире. Проектная мощность составит 3600 мегаватт. В год Рагун будет вырабатывать более 17 миллиардов киловатт-часов электричества. Плотина будет самая высокая в мире, 335 метров. Она будет каменно-бросная плотина, объемов 76 миллионов кубометров. Проектная мощность первого агрегата 600 мегаватт. Киловатт электроэнергии в первый же день работы поступят в Душанбе. Мы вчера подключились в Душанбе-2. Мы вчера принимали напряжение на 500 киловатт. У нас второй степень под напряжением. У нас все высоковольные испытания, все измерения, все сделано. Главное в этом проекте даже не рекордные цифры, а безопасность. Это не раз подчеркивал президент страны. Эмомали Рахмон считает проект гарантией достойной жизни в Таджикистане. По подсчетам экспертов, гидроэлектростанция может прослужить стране более 115 лет. Вера Исмаилова, Лутфуло Самадов, Бахтувар Бахрулузода, Мир 24. Грандиозное для страны событие приурочили к празднованию в республике Дня президента. Рагунскую ГЭС по многим параметрам специалисты называют уникальным сооружением. Она самая высокая в мире. Проектная высота плотины 335 метров. Из-за высокой сейсмичности в этом районе Таджикистана строителям пришлось укреплять ее дополнительно. Использовали миллионы тонн цемента. В горе пробурили 63 километра туннелей. Машинный зал с 6 гидроагрегатами расположен в скале. Они будут вырабатывать в среднем ежегодно 17 миллиардов киловатт в час. Уникальна не только Рагунская плотина, но и ее водохранилище. Его полный объем почти 13 миллиардов кубометров. Его планируется использовать как в энергетических, так и в ирригационных целях. Вода пойдет на орошение засушливых земель площадью более 300 тысяч гектаров. Полная стоимость строительства специалистами оценивается более чем в 2 миллиарда долларов. Новая ГЭС может экспортировать электроэнергию в соседние страны.